На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Журналисты из десятков стран мира расскажут о Параде Победы. Наша съемочная группа продолжает работу в Международном пресс-центре в Москве. Великая Победа глазами детей. 8 мая на набережной Махаджира в Сухуми прошел конкурс детских рисунков. Одна ничья и 13 поражений. С таким счетом завершился сеанс одновременной игры юных абхазских шахматистов с гроссмейстером Сергеем Корякиным. Начнем с официальной информации. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл сегодня в Москву. Президент с супругой приехал в Кремлевский дворец на официальный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашик примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет парад на Красной площади. 10 мая запланирована двусторонняя встреча президентов Абхазии и России Бадры Гунба и Владимира Путина. Главы государств обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Это уже вторая личная встреча Гунба и Путина в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Абхазии. Президент Абхазии Бадра Гунба накануне навестил ветерана Великой Отечественной Алексея Ласури. Алексею Икуповичу в феврале исполнилось 100 лет. В мае 1945-го он дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Бадра Гунба поздравил ветерана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Наши дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг служит примером бескорыстного служения Отечеству. Спасибо вам за победу, сказал президент. Бадра Гунба пожелал ветерану крепкого здоровья и бодрости духа. Торжественный прием по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Абхазии. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. С приветственными словами выступили вице-президент Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Премьер-министр Владимир Делба поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Косолапову с Днем Победы. От имени президента Абхазии Бадры Гунба передал поздравительный адрес, а также юбилейные выплаты к Дню Победы. День, наполненный гордостью и благодарностью, и самое главное – памятью. Вы в свое время большие дела сделали для будущих поколений, чтобы они жили спокойно, сказал Владимир Делба. Мария Павловна поблагодарила руководство страны за внимание и заботу. Она поделилась своими воспоминаниями о войне. Ветеран войны проживает в городе Гагре. Добрый день, Мария Павловна. Добрый Приветствуем вас. Ой, очень рада. Вы присаживайтесь. От лица президента страны вам хочу букет преподнести и поздравить вас. Спасибо. Ой, ой, такой букет. Ой, 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 ой. Красота. Ой, какой букет. Это не букет, а прямо очень рада. Дай Бог вам здоровья. Чтобы... Поздравительный адрес от главы государства. Ваш адрес лично. Спасибо, Господи. И юбилейная выплата от президента республики. Очень рада, очень рада. Дай Бог. Поздравляем вас. Все Поздравляем. хорошо. Очень внимательно. День, наполненный гордостью и благодарностью, и самое главное памятью. Вы в свое время большие дела сделали для будущих поколений, Это чтобы не они жили передать. спокойно. Мой золотой, это не передать. Что мы видели все в эту юность своих годиков. Огород наш был. И лес. Потом в лесу мы лазили, высматривали, где там шалаш сделал, там где-то еще это, и эти солдаты выявляли, докладывали главному своему, кто нас посылает. Они там выгоняли так, что от и до. Как окопы копали. Не мы копали, мужчины копали, там старики да старухи. А мы землю выкидывали, помогали, и там, чтобы танки не прошли к нашему селу. В общем, было дело.
Дай Бог, чтобы никогда не повторилось. Я очень благодарна Ване. Дай Бог вам всего хорошего. Спасибо. Всем вам. Что себе желаю, то и вам желаю хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч. И спасибо, Господи вас. Счастливо вам, всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго. Благополучия во всех делах, доверяйте повышать обстоятельства. От имени президента Абхазии вице-премьер Чансух Нанба поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Ломакину с наступающим Днем Победы. Мы желаем вам крепкого здоровья и крепости духа, гордимся тем, что вы у нас есть, знаем, что мы потомки великих людей, сказал Чансух Нанба. Мария Филипповна пригласила высоких гостей приехать на ее 98-летие, которое она отмечает 20 июня. Мария Ломакина поделилась воспоминаниями о войне. Разрешите и нам вас поздравить с праздничком. Спасибо. Выразить от имени президента слова искренней благодарности и поздравления с великим праздником Победы. Спасибо. Мы очень рады, что вы у нас есть. Что я еще пока живу. Обязательно, обязательно. Поздравления от имени президента Бадры Зурабовича Гунба. А вот здесь вот 100 тысяч рублей на ваши мелкие Ой, нужды. это будет, да, вы знаете, это очень много. И вот такой вот Вот это букетик. я люблю. Любите? Ну, Да, все. да, спасибо. Вот это Мы вот. желаем вам Ой, какие крепкого красивые. здоровья и бодрости духа. Но вы для нас пример. Мы гордимся, что вы у нас Приходите, есть. пожалуйста, на день рождения. 98. Приглашайте Вот будет, обязательно. Да, 20 июня. В 27 20. году родилась. Да. Мне 98 лет будет. Ладно, Замечательно. ребята, какие красивые. Давайте выпьем. Еще раз, Мария Филипповна, с наступающим вас великим праздником. Спасибо. Праздником Великой Победы. Праздником, который дал многим поколениям возможность трудиться, жить, быть счастливыми. Именно такие люди, как вы, вселили в нас, в молодое поколение, ту память, которую мы не должны терять Да, никогда. спасибо, да. Память, которая вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне. Мы знаем, что мы потомки великих людей. Мы знаем, что в случае необходимости мы, как и наши старшие, встанем на защиту своей Родины. Спасибо. И никому не отдадим своего дома родного. Вам здоровья, долгих лет жизни. Спасибо всем, ребята. Спасибо. Я вас всех поздравляю. Будьте здоровы. С 47 года работала на госдаче там, где Сталин отдыхал. Да. Но потом передали в Грузию уже. Мы тогда уехали опять в Грузию, где Сталин родился, с Халтуба. Вот. А потом уже из Халтуба сюда, в 58 году, когда там построили уже дачи Хрущеву. Так что вот так. Очень здорово. Праздничка. Праздничка. Вице-премьер правительства Вараздат Минасян от имени президента Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной войны Айкарата Манукян, проживающего в поселке Бзыпта Гагарского района. Ветерану были переданы юбилейные выплаты, выделенные президентом в честь 80-летия Великой Победы. Вараздат Минасян пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни в кругу родных. Товарищ ветеран, как вы поживаете? Как ваше здоровье? Хорошо выглядите, молодцы. Больше 100 лет прожили. Дай Бог вам здоровья крепкого. Дай Бог вам Земной вам поклон. Да. Безгранично благодарен вам за ваш подвиг. Да, за ваше мужество проявленное. Дай Бог, для нас это пример для подражания, для молодежи. И даем вам слово, что из поколения в поколение будем передавать ваш подвиг великий. С великим праздником вас, с юбилеем, 80-летием Великой Победы. Спасибо, дорогие мои. Хочу поручение президента. Вручаю вам адресное поздравление и юбилейную выплату.
Желаю вам долгой, здоровой жизни. Вы человек, которым уже больше 100 лет живете, так что еще долго проживите. Вот цветы тоже вам. Спасибо, давай. Долголетие Абхазия! Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Большое вам спасибо еще раз. Огромное еще раз с великим праздником Победы. Да. Долгой, здоровой вам жизни. Искренне вам мы желаем. Только чтобы было мир во всем мире. Дай Бог, дай Бог. Наши новые поколения не видели это, значит, с вашей войны. Мы ваш подвиг обязательно будем передавать из поколения в поколение. Спасибо. Вы пример мужества и стойкости для нас всех. Будьте здоровы еще раз, дорогой Тигранович. Всего самого наилучшего тебе. Еще раз долгой, здоровой жизни тебе. К теме 80-летия Победы мы еще вернемся. Сейчас печальная новость. На 94-м году ушел из жизни народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа. Общественный деятель, член Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, почетный академик Международной адыгской академии наук, почетный доктор Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Гуля, кавалер ордена Ахзапша первой степени. Имя Алексея Гогуа, как выдающегося писателя и общественного деятеля, известно далеко за пределами Абхазии. Писатель всегда находился на острие общественно-политических проблем, волновавших абхазское общество. Он был активным участником национально-освободительного движения. Гогуа являлся первым председателем Народного форума Абхазии Айтгалара, сыгравшего выдающуюся роль в национально-освободительном движении абхазского народа. Вообще, переживания о судьбе родного языка и демографии абхазского народа всегда оставались одними из ключевых тем публичной деятельности Алексея Гогуа. Ака хапхазара демография убах бзша убурт ртах ззбер абржоп яйнаго абрж хадса бри хад захс хажлрду дкарик хцит ансарги хавайт хаштахи дхоги яхайтншни харгутншни زمان گذر اولی وزوست دفرحان وزوست وزبدر ولقلق ابي زيدروب وطبخ على زو عجلة الدنيا حرلم زت حرلم روح عن خرط وبريزه هذا أمني خم خزالي يتخوب على مليون حرف نحز قلوبها حبسال جل حز خرطش حبزشة حرح خطا حيخدو حنقلا حبس ورجل خد زجي خد أو برتا بس يقول الروب حردر حتى لو بريزه هذا بيخيز حكو. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования по случаю смерти Алексея Гогуа. С глубокой скорбью обращаюсь к вам в связи с уходом из жизни нашего великого соотечественника, писателя, мыслителя, патриота Алексея Гогуа. Его кончина – невосполнимая потеря для всей Абхазии. Алексей Ночевич был не просто классиком абхазской литературы, а человеком, чье творчество стало мостом между нашими традициями и мировой культурой. Его произведения, переведенные на десятки языков, открыли миру душу абхазского народа. Каждая его строка – это нерукотворный памятник, который будет жить вечно, говорится в частности в траурном адресе главы государства. Созданная распоряжением президента Абхазии Государственная комиссия по организации похорон прозаика, публициста, общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и России, народного писателя Абхазии Алексея Гогуа оповещает о том, что похороны Алексея Ночевича состоятся 10 мая. Панихида начнется в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба в городе Сухум, улица Пушкина, 1, с 11:00. Траурный митинг начнется в 14:00. Госкомиссию возглавляет премьер-министр Владимир Делба. В нашем эфире сегодня смотрите записи интервью Алексея Гогуа из архива Абаза ТВ разных лет. 8 мая исполнилось 84 года со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Абхазии, историка, археолога, депутата Верховного Совета Абхазии, вице-премьера правительства Республики Юрия Николаевича Воронова.
Вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба, члены правительства, представители научной общественности, родные и близкие ученого и учащиеся средней школы номер 3, которая носит имя Юрия Воронова, возложили цветы к его могиле в сквере перед Государственным музеем Абхазии. Сколько бы времени ни прошло, память Юрия Николаевича Воронова всегда остается в памяти народа, с уважением, с почестями относится. И как ученый, хочу подчеркнуть, как великий ученый, археолог, историк, очень многое сделал. Еще есть неизданные его труды по археологии и истории. Он создал великолепную карту, где находятся особые охраняемые памятники в Абхазии. Он и как политик внес большущий вклад в строительство абхазского государства. Ведь можно было оценить, когда Владислав Григорьевич Харзенба выступал, когда тяжело было, если другой же равного, как Владислава Григорьевича по национальности Абхазии, если выступал бы, могли бы иначе принять. Но когда ученый, известный ученый по национальности русский выступает и говорит, защищает историю и права народов Абхазии на международном уровне, это стало ясно, что этот великий человек не пустые слова, а на самом деле великий патриот. В нашем эфире сегодня смотрите проект «Автограф» из архива Абаза ТВ с участием Юрия Воронова. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила спикера Народного собрания парламента Абхазии Лашу Ашуба с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении, в частности, говорится: в памяти поколений навсегда останется немеркнущий подвиг наших братских народов, которые отстояли в боях свободу и независимость Родины. За нее сражались свыше 55 тысяч сыновей и дочерей многонациональной Абхазии, отбросив гитлеровцев в 1943 году за пределы республики. Более 20 абхазских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Убеждена, мы никогда не предадим память о подвиге советских солдат и офицеров, никогда не забудем их жертвенный путь к великой победе. Уроки Великой Отечественной войны обязывают нас всемирно укреплять двусторонние отношения на благо наших стран. Конец цитаты. В свою очередь, накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спикер Народного собрания парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей обеих палат Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике. Об этом сообщает спутник Абхазия. Республика Абхазия – наш надежный союзник в Закавказье. В рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны, заявил Белоусов. Он напомнил, что важный элемент обеспечения региональной безопасности – 7-я российская военная база. Владимир Ануа, в свою очередь, отметил, что Минобороны Абхазии высоко ценит личный вклад Белоусова, Минобороны и Генштаба Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности республики. Признательны вам за личное участие в военном параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Знаем, как высоко чтут подвиг абхазского народа, который внес большой вклад в разгром нацистской Германии. Республика Абхазия, безусловно, наш надежный союзник, партнер в Закавказье. В рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны. Важным элементом обеспечения региональной безопасности, безусловно, является 7-я российская военная база. Уделяем особое внимание повышению боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей. На территории базы завершаем строительство школы. Для урегулирования вопросов ее функционирования подготовлен проект межправсоглашения. Предлагаю его сегодня
подписать. Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил, подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены, безусловно, и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие. Министерство обороны Абхазии высоко ценит ваш личный вклад Министерства обороны Генерального штаба Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности Республики Абхазия. Повышение способности наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й Объединенной Российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России на Кавказе. Наша съемочная группа продолжает свою работу в Москве в Международном пресс-центре. Сегодня корреспондентам Абаза ТВ удалось пообщаться с журналистами из разных стран мира и даже с теми, кто бывал в нашей республике. Слово Марианне Котовой. В Международном пресс-центре, где освещаются события, посвященные 80-летию Великой Победы, работает около 29 стран и журналисты из них. Здесь мы встретили итальянского журналиста, который не раз бывал в Абхазии. Андреа Лучиди, военный корреспондент. 3 года он живет в Луганске. Рассказывает итальянская аудитория о специальной военной операции России в Украине. Бывал Андреа и в нашей стране. Рассказывал в своем интернет-журнале об Абхазии. По его словам, между Италией и Абхазией много общего. Я хочу информировать итальянской аудитории о России и многополярный мир. Я был в вашей стране и видел, как прекрасно в стране. Есть хорошее море, хорошая кухня. И я могу сказать, в Абхазии я вижу маленькую часть Италии, потому что наши народные ближе. И не просто по традиции, по религии, по кухне, по все. Тоже на душа. Андреа Лучиди уверен, что в Абхазии есть все необходимые ресурсы для того, чтобы быть интересной людям далеко за ее пределами. Итальянские аудитории, которые, например, Абхазия, это хорошие места для диджитал-номад, людей, которые работали в интернете, через компьютер, потому что там есть очень хорошая погода, очень хорошая инфраструктура для интернета, цены небольшие, и это может быть очень хороший ресурс для Абхазии, потому что если Абхазия может быть стратегический пункт для диджитал-номад, для будущего, может быть, это новые ресурсы, и для этого человека из Запада может быть возможность для видеть новые реальности. По словам журналиста, Евросоюз закрылся от российской информации, но в Италии хотят знать, что происходит в России и в каких взаимоотношениях она находится с другими странами. Поэтому он сегодня в Москве. В Италии у нас есть много людей, много аудитории, которые хотят видеть парад, которые хотят информацию о встрече президента России между другими главный человек из Абхазии, из Китая, из Кубы, Венесуэлы и прочее. И, к сожалению, Европейский Союз закрыл все российские каналы в ВС. И мы попробуем давать эту информацию из Москвы, из Международного пресс-центра. А репортер CNN, этнический немец Фредерик Пляйген, здесь не просто за тем, чтобы показать парад Победы. Во-первых, ему как немцу не безразличен этот праздник, а во-вторых, сегодня в Москве можно увидеть, как складываются отношения России с другими странами, в частности с Китаем. Рассмотреть политические отношения между США и Россией и приезжает не только, чтобы почтить память и проследить динамику взаимоотношений между Россией и США, но и просто увидеть парад. К слову, делегация китайских журналистов самая многочисленная. Они сопровождают лидера Китая Си Цзиньпина. Как говорят наши азиатские коллеги, аудитория на их родине с нетерпением ждет информации о встрече Си Цзиньпина с Путиным. И, конечно, красочных кадров с парада Победы.
Наш президент Си Цзиньпинь также прилетел в Москву, и он будет скоро встречаться с президентом Путиным в Кремле. Для нас, как для китайцев, это огромная честь присутствовать здесь сегодня. Я первый раз в Москве нахожусь, и я надеюсь на мое завтрашнее присутствие на параде. Не всем лидерам стран, прибывших на парад, удалось беспрепятственно добраться до Москвы. Самолету президента Сербии Александру Вучичу не давали свое воздушное пространство ряда европейских стран для перелета в Россию. По словам сербского журналиста, специального корреспондента газеты «Политика» Желька Шаина, даже президенту Югославии Титу было проще добраться до Сталина в период Второй мировой войны, чем Вучичу сегодня до Путина. На встречу со Сталином в 1944 году, когда была война, он легче пришел в Москву, как что Вучич сегодня пришел в Москву на встречу с Путиным. И этот очень большой абсурд, когда мы в 21 веке живем, а один президент одной суверенной стране не может прилетать на такой праздник, как что День Победы. По словам журналиста, и его дорога в Москву была непростой. Самолет из Белграда должен был приземлиться в Шереметьево, но сел в Санкт-Петербурге. И до места назначения он добирался поездом. И это нисколько не расстроило Желька, так как в пути он смог увидеть больше, чем планировал. Я увидел, как прекрасная русская страна. И то все, что писал Достоевский, Толстой, что написано доктор Живаго, я увидел, сколько это прекрасно. Журналисты из десятков стран мира работают в международном пресс-центре. Здесь есть возможность выходить в прямой эфир в любой точке мира, отправлять свои материалы, пользоваться фото- и видеоархивами. А самое главное – общаться друг с другом, рассказывая о своих странах. Марьяна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындык Ачимчирского района. Как сообщает «Спутник Абхазии», его начали строить в 2004 году, торжественно открыли в 2010. Реставрацию завершили в рамках проекта по восстановлению памятников Великой Отечественной. В проекте участвуют 82 абхазских села. Более 77 миллионов рублей на работы выделено из Российского фонда президентских грантов. В эфире Абаза ТВ продолжается показ цикла художественного и документального кино, посвященного 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в нашем эфире фильм 1959 года «Судьба человека», который рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух. Он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить. Также в эфире Абаза ТВ продолжение видеосписка памяти, подготовленного специалистами Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. В нем имена павших на полях сражений Великой Отечественной уроженцев Абхазии. 8 мая на набережной Махаджиров в Сухуми прошел конкурс детских рисунков, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники раскрасили площадь перед театром имени Самсона Чанба в цвета мира и памяти. Организатором мероприятия выступили городское управление образования и Сухумский центр детского творчества. Подробнее в репортаже Заура Кварчи. Площадь перед театром имени Самсона Чанба на несколько часов превратилась в открытую художественную мастерскую. Вместо кистей – мелки, вместо холста – асфальт. И темы совсем не детские – война и победа. Но глазами детей они наполнены светом, надеждой и миром. Тут написано 80 лет Победы, и цветок, и солнце. Вот это танк,
Тут девятка, написано 9 мая, солнце, облачко и цветы. 9 мая нарисована свечка и линия разноцветная. И что это все значит? 9 мая – любовь. На асфальте появляются танки, георгиевские ленточки, цветы и мирное небо. Здесь не ищут художественной точности, важнее искренность. Я так придумала. Так придумала, да? Ну, я так захотела. А это выставка. Ее дети готовили с января. Целые композиции, лепка, аппликации. Все руками учеников Сухумского центра детского творчества. На выполнение одной только коллективной работы у ребят ушел целый месяц. Дети с самого января месяца готовились. Для нас это праздничное событие, 9 мая. То есть они даже все пришли нарядные, красивые. И, конечно же, мы подготовили великолепную выставку к этому празднику. Но у нас было тематическое задание работы к 9 мая. А поскольку, как вы видите, лепка из пластилина – это не только очень трудно исполнимые работы, это еще и очень затратные по времени работы. И мы, наш плакатик, допустим, мы его целый месяц делали. То есть это не просто такие легкие работы, это еще и очень сложно исполнимые работы. И я думаю, по технике, по тому, как они выглядят, это видно. В завершении каждый участник получил грамоту и небольшой подарок, как благодарность за труд, фантазию и теплое отношение к теме. Пусть рисунки и недолговечные, но память о победе, которую они передают, остается. И это главное. Заур Кварча, Торни Камичба, Абазатовы. Новости культуры. В столице прошел сводный концерт коллективов Министерства обороны России. Мероприятие посетили члены правительства Абхазии, посол России в Абхазии, представители российских организаций и главы администрации районов республики. Праздничный концерт «Песни Победы поет весь мир» собрал на одной сцене солистов академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова, солистов Центрального дома Российской армии имени Фрунзе, абхазских артистов и многих других. Организаторами мероприятия выступили представительства Россотрудничества в республике совместно с Министерством обороны Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Абхазии и администрации районов республики. Подробности в наших ближайших выпусках новостей. Взаимодействие с российскими коллегами в сфере культуры великолепное, заявил в эфире радио «Спутник» министр культуры Абхазии Даур Кове. Когда у тебя рядом есть друг, который знает, как некоторые вещи делать лучше тебя, у него есть возможности для этого, да, и этот друг готов с тобой поделиться, вот эту помощь и эту дружбу надо с благодарностью принять и реализовать, и сделать все, чтобы у тебя было так же хорошо. Вот этим мы будем заниматься, отметил Кове. Министр подчеркнул, что для популяризации абхазской культуры необходимы новые креативные подходы. Спектакль «Пастух Махаз» в Екатеринбурге на сцене Тюза имел оглушительный успех. Как пишет в своем телеграм-канале гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба, все билеты были проданы, но главное – это сосредоточенное внимание зрительного зала на протяжении спектакля и взрывная феерическая овация в финале. Екатеринбург, мы вас любим и теперь знаем, что вы любите нас. Спасибо Росконцерту и Министерству культуры России. Спасибо Екатеринбургскому Тюзу. Следующий город наших гастролей – Челябинск. Конец цитаты. Одной ничьей и 13 поражениями завершился сеанс одновременной игры юных абхазских шахматистов с гроссмейстером, чемпионом мира по рапиду и блицу, обладателем Кубка мира 2015 года Сергеем Корякиным. В прошлом году в аналогичной игре гроссмейстер проиграл одну партию 15-летнему Оскару Аджинджал и очень хотел взять реванш. Как развивались события в этот раз, расскажет Надежда Боровикова. 14 шахматных досок. По одну сторону лучшие шахматисты Абхазии от 6 до 16 лет. Напротив, чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России и обладатель Кубка мира 2015 года Сергей Корякин. Он уже второй год приезжает к нам в Абхазию с визитом. В прошлом году он также проводил сеанс одновременной игры. Мы проводили это на берегу. Тоже участвовало 15 человек наших шахматистов. И по итогам игры один наш спортсмен Аджинджал Оскар выиграл у гроссмейстера.
и Турков Богдан у нас свел партию в ничью. Остальные, к сожалению, не смогли оказать достойное сопротивление, но в этом году надеемся, что результаты будут лучше. И Богдан Турков, и Оскар Аджинджал снова участвуют в сеансе одновременной игры. В зале шепчутся, что гроссмейстер в подробностях помнит прошлогоднюю партию, которую проиграл. Спустя 20 минут первое поражение. Нарту Кишмария 10 лет, и он впервые играл с международным гроссмейстером. Сергей Корякин выиграл, неизбежный мат, это когда любые ходы ты не можешь сделать. Он сначала шах дает, ты отходишь, а это получается он с одним ходом может мат тебе поставить. Оскар Аджинджал – шахматист с 10-летним стажем, обладатель первого разряда. На встречу с Сергеем Корякиным он пришел с экзамена по алгебре. Партия была напряженной и продолжалась почти 40 минут, но повторить прошлогодний успех Оскару не удалось. Мы играли на Брехаловке, там он давал сеанс одновременной игры, как и сегодня. Если честно, сам не ожидал. Так получилось, то, что выиграл. Повезло. И сегодня отомстил он мне. Так получилось, то, что проиграл. Ну что, я зевнул там, владью фигуру. И дальше уже пошло. Да, допустил ошибку и потом посыпался. Богдану Туркову 15, и у него тоже первый взрослый разряд. По итогам турнира с гроссмейстером Богдан показал лучший результат – ничья во второй раз. Но юный шахматист не очень рад. Он больше любит побеждать. Если честно, мне сегодня повезло. Там была полностью игровая позиция. Я решил просто туда-сюда играть, повторить позицию, он согласился. В итоге мы туда-сюда поиграли. И в итоге сделали троекратное повторение позиции, и он согласился на ничью. В прошлом году у меня позиция была намного лучше. Не намного лучше, но получше стояла. Он мне предложил ничью, я отказался. Потом следующим ходом, когда он подходил, я уже ничью предложил. Он тогда уже согласился. Вообще ничью я играть с любым шахматистом мне как-то, не очень. Я люблю прям на победу играть. А тут, когда Сергей Корякин, тут как не сыграть ничью. Сеанс одновременной игры завершился через час и 20 минут. Гроссмейстер Сергей Корякин высоко оценил уровень молодых абхазских шахматистов. Я считаю, что хорошая традиция, уже действительно второй сеанс одновременной игры. В первом мне было совсем тяжело, потому что в первом сеансе я одну партию проиграл. Сегодня удалось взять реванш у этого мальчика. Но в целом самое главное, что борьба, что всем интересно. Одна ничья была у нас сегодня боевая. Это говорит об общем сильном уровне соперников, то, что мне приходилось задумываться, легко не было. И я думаю, что результат, в принципе, по игре, по делу. Сергей Корякин обещал приехать в Абхазию снова, и нашим шахматистам придется хорошенько потрудиться, чтобы вырвать у него победу еще хоть раз. Ведь Сергей Корякин не просто чемпион мира, а один из самых молодых гроссмейстеров в истории. Высшее звание в шахматах он получил в 12 лет и 7 месяцев, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса и 20 лет удерживал этот рекорд. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. И сейчас о погоде. В пятницу 9 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.